Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем незаконные танцы на крышах машин. Что теперь грозит за это девушке? Расскажем, почему не огласили приговор международной группе, занимавшейся контрабандой наркотиков. Государственное обвинение запросило наказание в виде лишения свободы сроком свыше 100 лет. При задержании у них изъяли больше 1000 килограммов запрещенных веществ. А также смерть под тоннами травы. До того, как приехала скорая, его откачивали, искусственное дыхание, прямой массаж сердца делали. Я сам тоже участие в этом принимал. В Нижнекамске молодого человека завалило силосом. Это и не только прямо сейчас. Танцпол на крышах припаркованных в одном из казанских дворов автомобилей устроила сегодня рано утром неизвестная девушка. О произошедшем весь город узнал еще до того, как владельцы поврежденных машин написали заявление в полицию. Подруга танцовщицы все снимала на мобильный телефон и выложила съемки в социальные сети. Личность нарушительницы установили, впрочем, искать ее даже не пришлось. Почему, узнает Нафиса Минязова. Вместо танцпола — крыши чужих автомобилей, припаркованных в одном из дворов на улице Ада Арадского. Девушка успела потанцевать на 3 машинах. Прыжок на 4-ю был неудачным. Вторую попытку взойти на эту сцену девушки предпринимать не стали и ушли. Владельцев автомобилей утром ждал неприятный сюрприз. Один из них обратился в полицию. Полицейские установили личность девушки. Ей, как выяснилось, 19 лет. Искать ее долго не пришлось. После того, как видео, снятое ее подругой, вызвало большой интерес среди пользователей интернета, она сама пришла в полицию с повинной. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка. По факту повреждения автомобиля назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. От ног этой дамы пострадали 3 автомобиля – Рено, Деунекси и Киа Оптима. Заявление написал только владелец последней. Остальные претензий к ней не имели. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Громкое дело близится к финалу. В Советском районном суде сегодня должны были огласить приговор интернациональной преступной группе, занимавшейся контрабандой наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых 7 человек, 3 китайцев и 4 россиян. По версии следствия, граждане Китая привозили запрещенные вещества в Уссурийск, а казанская группа занималась их перевозкой в Казани и в Москву. 3-я группа была в Москве и занималась координацией всех остальных. Все это происходило в 2014 году. Подсудимых задержали в октябре 2015 года. В общей сложности тогда у них изъяли 1 тонну и 255 килограммов наркотиков. Свою вину подсудимые не признают. Государственное обвинение запросило наказание в виде лишения свободы сроком свыше 100 лет на всех подсудимых. На родине гражданам Китая грозит смертная казнь. Пока неизвестно, будут ли они депортированы в Поднебесную. Приговор должен был зачитываться на 2 языках. Из-за неявки переводчика процесс отложили на 6 августа. Оглашать его, вероятнее всего, будут несколько дней. Водитель Деунекси на улице Декабристов не справился с управлением. Машину занесло и откинуло на дорожное ограждение. Объясниться с инспекторами мужчина не мог, мешал языковой барьер. Посчитав, что водитель может быть пьян, ему предложили пройти тест на употребление спиртного. Прибор показал, что алкоголь в его крови есть, но мужчину автоинспекторам пришлось отпустить. Почему, знает Илья Хайрудинова. Занесло его, он боком пошел, ударился, вот там забыл. Свидетелей аварии было много. Люди видели, что в другие машины Део не врезалась. Как рассказали очевидцы, автомобилист не справился с управлением и снес металлические конструкции. 3 человека подбежали, мало ли, он ушатался-то. Вот, подбежали. Сразу помощь оказали, да? Да, подбежали, считай, там 2 девушки, сзади сидели. Я его спросил, у вас все нормально? Да, говорит, все нормально. В результате аварии никто не пострадал. Рассказывать о причинах аварии, да и вообще о чем-либо водитель не мог. Мужчина плохо знал русский язык. Русский не знаю. Пару слов, вы же можете сказать, как произошло-то? Занесло вас? Не знаю, там скажу. С прибывшими на место автоинспекторами водитель все же нашел общий язык. Сотрудники предложили мужчине пройти экспресс-тест на алкоголь. Тот не отказался.
Прибор показал, что алкоголь в крови присутствует. 12,5 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Это меньше максимально допустимого количества. А значит, по правилам дорожного движения, пьяным водителя считать нельзя. Мужчине удастся сохранить водительские права, но придется возместить причиненный дорожной инфраструктуре ущерб. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Разворот не по правилам стал причиной аварии на пересечении улиц Бутлерова и Маяковского. Там столкнулись «Лада Приора» и «Форд Фокус». Оба автомобиля двигались в одном направлении. На перекрестке водитель иномарки решил развернуться. Маневр оказался крайне неудачным. Подробнее Айгуль Батрудинова. Состояние уже было не на поворотник смотреть, а именно, то есть, чтобы не на встречку вылететь, ни на что. То есть. Для Салавата, водителя «Лады Приора», маневр едущего рядом Форда стал полной неожиданностью. Машины двигались параллельно по улице Батурина. На пересечении с улицы Маяковского водитель иномарки решил сменить направление движения. Я ехал по своей полосе, то есть решил развернуться. То есть большой круг. Я ехал. То есть не по правилам как бы разворачивался. Водитель иномарки, по мнению владельца отечественного автомобиля, начал разворот на перекрестке не с левой стороны, как того требует правила движения, а с правой. Об этом предполагаемый виновник аварии знал и вину свою отрицать не стал. Вы вину признаете, пожалуйста? Конечно. Сами не пострадали, все нормально? Нет, все хорошо. Да, почему так решили-то? Потому что неохота даже комментировать, так как получилось. Быстро выяснилось, что у мужчины нет полиса ОСАГО, и теперь помимо штрафа за его отсутствие ему предстоит самостоятельно возмещать ущерб водителю «Лады». Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Более 1200 вкладчиков пострадали от действий основателя кредитно-потребительского кооператива «Сберфинанс». Общий ущерб оценивается в 308 миллионов рублей. Сегодня в Новосавиновском районном суде допрашивали потерпевших. По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы 40-летний Рустем Хайруллин арендовал офисные помещения в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге и еще в 8 крупных российских городах. Деньги привлекал, обещая гигантские доходы от 60 до 120% годовых. Первое время деньги выплачивались, сарафанное радио привлекало еще больше вкладчиков, но потом выплаты прекратились. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Подозреваемому предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». Свою вину он признал лишь частично. Сегодня к уголовному делу присоединили еще 18 томов с показаниями потерпевших из Ижевска. Судебные разбирательства обещают быть долгими. Погребенный заживо. Страшная трагедия произошла в селе Кармалы Нижнекамского района. Водителя, перевозившего сенаж, завалило тоннами силоса. Парень пробыл под толстым слоем влажной скошенной травы больше 20 минут. Его вытащили его же коллеги. До приезда скорой помощи они непрерывно делали ему искусственное дыхание. Мужчина задышал, но спасти его все равно не удалось. Айрат Назипов продолжит. Она в тот момент была наполовину заполнена. Сейчас уже закрыто, заложено полностью яма. Дмитрий, свидетель трагедии, говорит, что погибший, его звали Булат, на грузовике занимался перевозкой сенажа. Первым неладный заметил водитель КамАЗа. Он работал тут же, трамбовал яму трактором. Увидел, что машина сына 10 минут стоит с откинутым кузовом. Начал искать Булата. Понял, что сын находится под толщей травы. На помощь прибежали еще человек 10. КамАЗисты, трактористы и агрономы начали откапывать сенажную яму. Парни нашли под слоем сена спустя 10 минут. Он не дышал. До того, как приехала скорая, его откачивали искусственным дыханием, прямой массаж сердца делали. Я сам тоже участие в этом принимал. Он задышал? Да, он начал дышать. Он шевелил головой. По-моему, даже, глаза были открыты. Молодого человека госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался в реанимации. В агрофирме началось расследование. Водитель КамАЗа, он у нас работает. То ли недавно устроился, 3 июля. Перевозил сенаж и при выгрузке каким-то образом, несоблюдение техники безопасности, как мы предполагаем, залез под кузов и остался под сенажом. Руководство агрофирмы обещает помочь семье погибшего. Булату было 25 лет. У него остались 3 несовершеннолетних детей. Айрат Назипов, Анастасия Шакирова, Евгений Лазаев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.